очень волновало. И когда вот я послушала, вот пригласила меня приятельница из Краснодара на эту презентацию 5-6 марта, я настолько ей благодарна. Вы знаете, я услышала людей, которые вот рассказывают свои результаты, и я им поверила. Вот многие говорят: ой, да им там заплатили, да они неправду говорят. Я им поверила вот в то, что они говорят. И когда я начала принимать этот продукт, буквально вот через 10-15 минут, у меня было ощущение, что мне вот на голову одели черный вот такой вот чугунок. Причем вот от одного уха до второго, вот через лоб, да, вот сплошная чернота была в голове. Вот было такое ощущение, понимаете? И вот первую неделю мне было очень тяжело, очень тяжело. Меня вот Аяна приглашала, я вот до этого постоянно вот ходила на все встречи, на все презентации. А здесь она мне говорит: Клавдия, пойдем. Я говорю: я не могу, мне плохо. И вот где-то дней 7 у меня было вот такое вот тяжелое ощущение. Потом это стало потихонечку уходить. Причем я начала пить с 1/5 капсулы. С 1/5. Обычно все говорят, с 1/3 начинайте, но я боялась, потому что думаю, сосуды, мало ли как среагируют. И это вот первое, да, у меня вот просветление в голове произошло. Я до этого водила машину, ну, мало, конечно, но права есть. И тут мне в прошлом году дочь говорит: мам, давай, я вот купила новую машину, давай я тебе отдам свою. Я говорю: ты что хочешь, чтобы я разбилась? Мне даже было страшно сесть за руль. А тут мы с сыном поехали на дачу, снег закидать в бочки. И я поняла, что я уже не боюсь ходить по городу, ездить. Я даже не боюсь уже на машине ездить. Я ему говорю: слушай, так дальше пойдет, я и машину куплю. Вот, это вот первое. Второе, у меня была проблема, благодаря нашим доблестным медикам, по гинекологии. Вот, и она у меня тоже ушла. Вот буквально где-то неделя, 5-7 дней прошло, я иду из дома в город, да, и я чувствую, как у меня сухо стало. И когда я была вот у гинекологов, они говорят: ну, что вы хотите, у вас уже возраст, там, типа, что все уже необратимо, да? А здесь прошла эта проблема, понимаете? Вот эти капсулы, вот они, второе вот зачитано. Потом, у меня несколько лет назад была травма колена. И тут вдруг я поднимаюсь по лестнице, и у меня колено заболело. Думаю, чего оно заболело? В общем-то, я его давно уже не чувствую. А потом вот читаешь же, вот люди скидывают свои результаты и говорят, что там обострение. Да? Я поняла, что это у меня отрабатывает по колену. И еще 2 года назад, мне везет на медиков, я начала, вот, сидела с внуком, он заболел, и я, видно, от него какой-то вирус поймала, и начала кашлять. Пришла к терапевту, я говорю: я кашляю. Она, значит, меня к пульмонологу отправила. Там меня даже толком не слушала. Ну, там пептусинчик типа попейте. А я все больше и больше кашляю. Я потом к ней через неделю опять прихожу. Говорю: слушайте, я кашляю. Я уже кашляю так, что я вот закашливаюсь вообще вот прямо вот до рвоты. Короче, кашляла я 9 месяцев. У меня под мышкой образовалась вот такая опухоль. А по телевизору услышала, что вот эта опухоль, это может быть онкология. Я опять прихожу к нашим докторам, говорю: слушайте, ну вот, ну вы посмотрите. Вот они в компьютере там отметят, что ты пришел к ним. Ну, вы, наверное, уже все поняли, да? Не посмотрят ни давление, ни температуру, ничего. Все, иди. Они у себя отметили, что ты у них был. Короче, через 9 месяцев я уже ходить не могу. Я уже начала сама, пошла к главному врачу и говорю: слушайте, ну это что за отношение такое? И вот потом он меня к пульмонологу отправил, и я ей прямо в лицо, вот перед всеми говорю: я говорю, вы почему в декабре месяце видите, в каком я состоянии?
Вы мне не положили в больницу, вы мне назначили уколы, чтобы я ходила в поликлинику, и ингаляции. У меня температура. У меня такое ужасное состояние, а я делаю в декабре ингаляции. И тут же выхожу на этот мороз. Ну как? Так. Ну и в общем, промучилась я. Потом мне дочь говорит, мама, вот по телевизору говорили, ягель хорошо помогает вот, при легочных заболеваниях при разных. Я другу своему, он на севере жил, я говорю, слушай, у тебя там можно кому-нибудь заказать? Вот ему прислали с севера, я давай этот ягель пить. Он такой горький. Ну, я пила, куда деваться, выздоравливать надо. Через интернет там еще выпила чай, монастырский чай отца Георгия. Вот тоже 5 упаковок купила этого чая. Больше 5000. Больше 5000 отдала, ну пила. И вот этот чай, потом вот этот ягель, и я потихонечку выкарабкалась. Но у меня шишка под мышкой так и была. А тут я вот после тех 3, да, чувствую, у меня вот опять появилась боль между лопатками, вот как у меня 2 года назад болела, да. И я начала подкашливать. И я поняла, что вот эти капсулы работают уже на мои легкие. А они меня довели, доктора наши, до бронхопневмонии с бронхостазами. Мне врачи говорили, что это такая бяка, что это уже пожизненно, это не лечится, и это вообще ужасно. Маленькая простуда, и это будет опять бронхопневмония. Все, мои капсулы начали работать здесь, в этом. И потом я так что-то мылась, да, смотрю, а у меня шишка-то уменьшается. Уменьшается. А теперь она у меня вообще прошла. Вы представляете? Вот, пожалуйста, вот наши капсулы. Вот хотите верьте, хотите не верьте, да, вот люди говорят, да, там вот им заплатили, вот они вот там это самое. Никто нам ничего не платит за то, что мы результаты такие получаем. И я настолько благодарна, что я узнала об этом продукте. Вы знаете, это вообще чудо. Я рекомендую вот буквально каждому. У меня недавно дама вот на Вилюйском тракте, она вот ездила на дачу, я видела ее постоянно, приятный такой человек. И смотрю, она вот с тросточкой, я говорю, что с вами? Она говорит, да вот колено болит, вообще ходить не могу. Я ей рассказала о нашем продукте. Потом она так послушала, мол, ну, как-то показалось ей, видно, что это дорого. Потом я ее пригласила на презентацию на прошлой неделе. Она пришла, послушала. Дора Чимитовна рассказала о своих результатах. И, в общем, она взяла продукт, начала принимать. У нее боли усилились. Она мне звонит, но я сама ей постоянно звоню, спрашиваю, как она себя чувствует. Вот, боли усилились, я говорю, вы слышали, Дора Чимитовна, как рассказывала вот о своем результате? Она говорит, да, слышала. Я говорю, ну придется потерпеть. Она говорит, ну мы женщины, мы привыкли терпеть. Вот, и она сегодня не пришла, потому что у нее очень ноги болят. Ну, я говорю, раз заболели ноги, значит, вот эти капсулы нашли сразу ваше больное место и начали уже по нему работать. Понимаете? Это вообще чудо.